Проблемы сел и поселков, а также социально-экономическое развитие муниципалитета стали сегодня в центре внимания конференции «Коми Войтер» в Карткировском районе. В Ислэкчем съехались представители министерств и ведомств региона, а перед ежегодной встречей в поселке торжественно открыли спортивный зал. Анастасия Тюрнина передает с места событий. Таких спортплощадок в Карткировском районе теперь 7. Построили их за 2 года силами сельских поселений, муниципалитета и спонсоров. Мы как-то увлеклись спортивными объектами и понимаем, что это правильно. Надо, чтобы в каждом поселении, у нас 18 поселений сельских самостоятельных, чтобы был спортивный уголок. Это кроме школьного спортзала. Потому что они в школах где-то большие, где-то маленькие, но все равно этого недостаточно. Поэтому нужно, чтобы могла общественность, жители, пенсионеры, рабочий класс, что могли посещать какой-то спортивный уголок, и чтобы он был главное, современным. Современный ремонт, оборудование, душевая. Жители поселка о таком спортзале могли только мечтать. Восстанавливать здание начали 2 года назад. Данный спортзал, который в течение 15 лет находился в запустении, то есть он не функционировал. Тут вот я уже, как сказала, гулял ветер, были только одни стены, все, ни света, ни отопления, ничего не было. Новый спортзал занимает одно крыло социально-культурного центра. Здесь еще библиотека и дом культуры. В нем и проводили конференцию. На нее собрались представители всех сел и поселков района. Каждый делегат со своей проблемой. В каждом втором докладе тема разбитых дорог. Заводжена нам надежда, мы проблема с кодослептасны. В этом году отремонтировали 10 километров. Мы порадовались, а остальную дорогу лесовозы разбили окончательно. И эту разобьют, пока остальное отремонтируют. Как привлечь в район молодых специалистов? Еще один наболевший вопрос. Дефицит кадров испытывает все отрасли. Хотелось бы привлечь в район агрономов, зоотехников. Этих специалистов катастрофически не хватает, да и молодежь на эти специальности учиться не желает. В Подтыбке с нетерпением ждут участкового врача. Без него в поселке вот уже 2 года не разрешают ставить капельницы. У нас есть 3-комнатная квартира в 2-квартирном доме. Ну, правда, с печным отоплением, без удобств, но в наше время можно сейчас и в сельских условиях переоборудовать квартиру и такое же сделать благоустроенную. Хотя есть и достижения. По инициативе Коми Войтер в районной газете стали печатать больше материалов на коми-языке. Праздник Олимпиада в Большой Луге стал традиционным и республиканским. В этом году он принял более 600 спортсменов. Сегодня в Карткировском районе активно работают 4 ТОСа. В Старожевске силами общественников реконструируют банно-прачечный трест под спортивный комплекс. В Нившире строят зону отдыха. А в поселке Лапыдино скоро откроют дом для посиделок. Активисты уверены, просто говорить о проблемах мало. Сегодня главное самим браться за их решение. Тем более, что есть вопросы, которые сельчане могут решить и своими силами. Анастасия Тюрнина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Карткировский район.